В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В нашей программе мы вспоминаем наиболее яркие события уходящей недели, обсуждаем их с экспертами, подводим итоги. На этой неделе указом Рауля Хаджимба были утверждены члены Общественной палаты по президентской квоте. Ими стали Гарри Бигвава, Сократ Джинджолия, Гульнара Кичба, Игорь Лищенко, Елена Лабахуа, Рита Лолуа, Валерий Майрамян, Вадим Мироненко, Сергей Смыр, Альберт Тополян, Данил Убирия, Низам Хапат, Руслан Хашик. Во вторник президент провел с ними встречу. Обсуждались вопросы взаимодействия палаты с органами государственной власти, а также необходимости усиления ее роли. Глава государства также поддержал идею проведения нулевых чтений законопроектов, в которых могли бы принимать участие представители научных учреждений и общественной палаты. В части рекомендаций, которые общественная палата может выдавать как возможности организации той или иной работы с обществом, вопросы, связанные с темой работы властных структур. Я еще раз хочу, чтобы мы друг друга слышали бы и могли бы работать все вместе на одну задачу – сохранение нашего государства. Практика показала, что деятельность общественной палаты, не потому что я в ней состою, что она полезна. Другое дело, значит, как осуществляются ее рекомендации, как они рассматриваются, это вопрос, к которому мы будем постоянно обращаться и к вам будем обращаться. У каждой структуры свои задачи и цели, свои функции. У власти одни, у общественных организаций другие. Но наша общая задача – это сохранение стабильности и обеспечение прав человека, обеспечение условий, при которых люди чувствовали бы себя немножко комфортнее, лучше в быту, во всех отношениях, везде и всюду. 5 ноября Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам экспорта цитрусовых урожая 2019 года. Глава государства поставил задачи перед профильными ведомствами, включая погранотряд СГБ, Государственную инспекцию по карантину растений, Государственную ветеринарную службу, Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Таможенный комитет, РУП Абхазпродэкспорт, Госкомитет по сельскому хозяйству и Министерство внутренних дел принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного экспорта цитрусовых через абхазо-российскую границу. Глава государства также поручил провести разъяснительную информационную работу по вопросам возможностей, предоставляемых со стороны государства по организации экспорта сельскохозяйственной продукции и формирования размеров платежей при ее вывозе. Структура Кабинета министров Абхазии претерпела существенные изменения. Согласно указу президента, 2 министерства реорганизованы в комитеты. Министерство здравоохранения объединило в себе 2 ведомства и 5 фондов. Также путем слияния объединены сразу несколько госкомитетов, а 3 министерства переименованы. Таким образом, в состав правительства входят премьер-министр, 1 вице-премьер, 2 вице-премьера, 12 министерств, 8 госкомитетов, 7 государственных управлений, 2 государственные службы и 1 государственная инспекция. На состоявшемся в понедельник брифинге премьер-министр Абхазии Валерий Бганба ответил на вопросы журналистов, связанных с преобразованием структуры Кабмина. Согласно новой структуре Кабинета министров Абхазии, штатная численность сотрудников министерств и ведомств будет сокращена. Как сообщил журналистам премьер-министр Валерий Бганба, предполагается сократить до 15%, а это порядка 375 человек. На сегодняшний день по штатному расписанию, за исключением Министерства обороны и внутренних дел, количество сотрудников министерств и ведомств достигает 2700 человек. По словам Валерия Бганба, оптимизация штатной численности служащих центральных органов госуправления позволит сэкономить 30-40 миллионов рублей в год. Премьер-министр отметил, что сокращение служащих центральных органов госуправления не отразится на их работе. При этом он добавил, что за последние 5 лет штатная численность аппарата Кабинета министров от 149 сократилась до 96 человек. Смогли мы все сделать то, что хотели бы по структуре. Но, честно вам скажу, что не смогли. В первую очередь это связано с тем, что нам это не позволяет Конституционный закон Республики Абхазия о правительстве, о Кабинете министров Республики Абхазия, принятый в 1996 году. Там не допускается вхождение одного центрального органа в другой. А есть у нас ряд управлений,
которые более эффективно осуществляли бы свою работу, если были бы они в теле, допустим, Госкомитета. Также карантинная инспекция, если она была бы в теле Госкомитета по сельскому хозяйству, я думаю, что гораздо более эффективной была бы работа и карантинного комитета, и карантинной инспекции, и комитета по сельскому хозяйству, потому что сегодня карантинная служба, не обладая теми ресурсами, которые обладает комитет, они просто не могут выполнять свою работу. То же самое ветеринарная служба. Есть у нас управления другие, которые мы смогли управление слить, но было бы желательно, конечно, их соединить с министерством, с другим ведомством, вот, допустим, управление связи, управление транспортом и так далее. Мы могли бы их в Министерстве экономики на правах юридических лиц. Считаю, что была более эффективная работа. У нас подготовлен проект поправки в закон о Кабинете министров. Мы подадим этот проект после решения правительства в администрацию президента с дальнейшим представлением в парламент. Говоря о переименовании Министерства культуры и историко-культурного наследия в Министерство культуры Республики Абхазия, Валерий Бгамба подчеркнул, что в связи с этим функции ведомства не изменились. А вот Министерство образования и науки переименовано в Министерство просвещения, так как изначально министерство не занималось наукой, и его название не соответствовало выполняемым функциям. Валерий Бгамба также прокомментировал причину реорганизации Министерства сельского хозяйства и Министерства по курортам и туризму в государственные комитеты. Состав кадров Министерства сельского хозяйства и Министерства по курортам и туризму со своими отделами. Это орган управления, это орган администрирования министерства. Да? Он управлял, администрировал отрасль. За эти годы произошли существенные изменения в этих отраслях. Если мы сегодня посмотрим, мы увидим, может быть, 10% и то нет государственных предприятий в этих отраслях. По курортам и туризму давайте посмотрим. Курорт Пицунда, Афонская пещера и все. В сельском хозяйстве то же самое. Практически все в аренде, кроме 2-3 рупов. Поэтому мы считаем, что их работа должна измениться. То есть уже нет необходимости администрирования этой отрасли. Нужно приводить политику государства в эти отрасли. Нужно заниматься рекламой не одного предприятия, рекламой государства, я имею в виду Комитет по курортам и туризму. Надо заниматься увеличением роли науки, это имею в виду Комитет по сельскому хозяйству. У нас сорта не изменяются, по-моему, уже многие годы. Нам необходимо вести борьбу с вредителями, с карантинными сорняками. Мы должны помогать крестьянину, не мешать ему. Поэтому здесь голое администрирование абсолютно никому не нужно. Путем слияния Министерства здравоохранения и Министерства труда, занятости и социального обеспечения образовано Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия, которое также в соответствии с указом президента объединило в себе 4 фонда – пенсионный, социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования и государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Функции этих госучреждений во многом схожи, и именно поэтому было принято такое решение, отметил Валерий Бгамба. Министерство труда и социальной защиты занималось практически теми же функциями. Это социальная защита населения. Сейчас о труде я понимаю, что мы не можем говорить. Фонды, если мы возьмем все фонды, кроме пенсионного фонда, все они занимались детьми, родителями. То есть все те социальные вопросы, которые, в принципе, решает и Минздрав. То есть их функции настолько близки друг к другу, что я не вижу там, чтобы какое-то нагромождение было. Да, чуть-чуть будет, конечно, Министерство труда и социальной защиты, его функции чуть-чуть будут уже наверное, отдельным отделом. А то, что касается медстрахования, соцстрахования, они выполняли те же функции, что Минздрав. Проекты реорганизации структуры и положения каждого нового ведомства будут представлены в Кабинет министров и рассмотрены на ближайшем заседании. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. У Сухума новый мэр. Всю неделю исполняющий обязанности главы столичной администрации провел в инспекционных выездах по районам города. Сухумская набережная, район Центрального рынка, новый район и район Маяка. Словом, Кан Кварджи обошел все уголки столицы и выявил массу проблем, решение которых может и не превратить Сухум в тот довоенный город, славящийся своей красотой, чистотой и порядком, но хотя бы приблизит столицу к этой цели. Амелия Бисмарк продолжит тему.
Территория столицы разбита на районы, которые, согласно нумерации, находятся в зоне ответственности тех или иных домоуправлений. Во время определения плана недельной инспекции Канкварча решил действовать наглядно, привлекая к осмотру всех ответственных лиц и в первую очередь самих домоуправов. Мы в рамках недельной инспекции запланировали выезд в домоуправление номер 1. Въезд с города с Восточной Абхазии. Там предусмотрены инспекционные дела по дорогам, по зеленым насаждениям, по сбору и вывозу мусора, по водопроводным делам, по состоянию домов и так далее. Сегодня у нас вообще запланирована встреча с представителями Абхазской железной дороги. У нас запланирована встреча с Абхазавтодором, встреча с домоуправами. И со мной поедут сегодня все наши управления, которые имеют ответственные зоны по городу, потому что нам нужно понять зоны разграничения ответственности каждых этих управлений, которые я сейчас назвал. В первом пункте назначения Канкварча собрал рабочую группу, чтобы вместе с коллегами отправиться на инспекцию восточной части города. Никто не скажет, что это не железная дорога не убралась, или не Абхазавтодор не убрался. Все будут говорить, что неудовлетворительная работа домоуправления первым долгом Зураб Алексеевич. Или скажут, мэрия не работает и не занимается своими обязанностями. Потому сейчас мы встаем отсюда и идем на месте, начнем эти моменты разбирать по полочкам, кто за что ответственен. Киласурский мост – восточные ворота города. Канкварча потребовал очистить окрестности объекта от зеленой поросли и в срочном порядке организовать постоянное освещение моста. Окинув взглядом местность, он также обратил внимание коллег на заброшенное здание, которое находится в ведении Абхазской железной дороги. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума дал задание в короткие сроки привести данный объект в надлежащий вид. Участок при въезде в столицу с западной стороны территориально относится к администрации Сухумского района. Здесь совместно с руководством районной администрации также было решено провести определенные работы, чтобы придать и западным воротам Сухума достойный вид. Не заезжая, никто не скажет, что это Сухумский район или город Сухум. Он как-то сразу бросается, что это город Сухум, что это въезд в город Сухум. И потому мы все-таки совместными усилиями собираемся эти моменты привести в порядок. То есть убрать эти два так называемых сортира, вообще убрать. Там еще одно здание, вы видите, убогое стоит. И это разрушенное здание. Более того, все-таки это зона ответственности Абхазавтодора. Валерий Александрович тоже уже с ними разговаривал. После того, как эти строительные вещи сможем устранить, потом мы как-то будем думать, чтобы этот весь пригорок привести в порядок. Может быть, потом совместными усилиями или засадить его цветочными насаждениями, или какие-то подсветки сделать. В рамках рабочего выезда были проинспектированы и объекты, находящиеся в ведении Абхазской железной дороги. Канкварча попросил коллег привести в порядок территорию вокруг Синопской железнодорожной станции. Инспекция также посетила Сухумский вокзал. Здесь было выявлено несколько проблем. Несанкционированные торговые точки, проблемы с канализацией и уборка территории. По каждому вопросу Канкварча потребовал предоставить ему полную информацию. Кроме того, участники рабочей группы приняли решение вместе провести субботник внутри центрального здания вокзала, которое требует капитального ремонта. Мы от себя сделаем свой вклад, железная дорога от себя сделает вклад, мы людей своих, часть людей, поставим, типа субботника проведем, всю железнодорожную братство поднимем, администрацию мы тоже можем поднять, своих коммунальщиков прийти, день, два, три, сколько это время на это понадобится, давайте мы просто его на самом деле снутри уберем, почистим, эти деревья уберем, которые разрушают реально конструктив этого самого здания. В черте столицы расположено немало заброшенных, полуразрушенных зданий, которые портят внешний облик города. Некоторые из них числятся на балансе определенных организаций и учреждений, другие находятся в аренде у частных лиц и предпринимателей. Глава инспекции обратился к владельцам подобных объектов с призывом привести в порядок те здания, которые возможно восстановить и снести, не подлежащие ремонту. Подобная участь ждет и разрушенный дом, расположенный по адресу улица Семержеева, 171. Часто люди жалуются, что части этого дома заваливаются как карточный дом. Дети, если забегут, не дай бог, какой-то обвал, это может быть непоправимо. Я призываю тех людей, если есть кто-то ответственный за этот дом, чтобы отнестись более ответственно к этому. Мы тоже, чем сможем, всегда этим людям поможем.
Если у них нет документов, если оно вообще висит ни на чем, тогда мы можем пойти навстречу в таком мировом соглашении. Если готовы на себя взять расходы и убрать этот дом, мы готовы оформить в знак благодарности, оформить этот дом под любые проекты, которые они запланируют. Сухумская набережная также подверглась инспекции. На данной территории те же указания: придать опрятный вид зеленым насаждениям, привести в надлежащее состояние объекты общественного пользования, починить асфальтное покрытие, очистить территорию от мусора и металлолома. Отдельное внимание было уделено торговым точкам. В первую очередь Канкварча попросил коллег установить их законность. А для тех предпринимателей, которые пройдут проверку, планируется выделить отдельное место для организации торговли в соответствии с нормами устройства городской среды. Проверка документации ждет владельцев всех торговых точек в столице. Прилавки, палатки и будки, расположенные в неположенных местах, будут снесены, как этот импровизированный склад напротив торгового центра Сухум-маркет. Машины, которые здесь стоят, я так понимаю, из них превратились в склады. Да. Такие импровизированные склады, которые вросли уже в землю, здесь приросли к этому. Во-вторых, человек выезжающий, слепая видимость есть. То есть не просматривается перекресток. Да. Более того, торгующие люди здесь подвергают себя большой опасности. Подвергают по опасности тех людей, которые у них что-то покупают. Я хочу, чтобы до завтрашнего утра вот это все было убрано. Подобные меры будут применены в отношении объектов незаконного строительства в различных районах города. Горожанам вернут и те остановки общественного транспорта, которые были обустроены под объекты предпринимательства. Отдельный день был выделен для инспекции центрального рынка. Канкварча потребовал от сотрудников администрации объекта выделить места внутри рынка для тех, кто сейчас торгует в неположенных местах, а также проверить рекламные щиты на соответствие нормам. Кроме того, было поручено упорядочить движение транспорта вокруг рынка. Мы не можем ограничить стоянку людям, да, то есть мы должны определить сторону. Вот у нас здесь есть человек, который транспортом у нас заведует в городе. Желательно с ним непосредственно всегда держать связь, да. То есть вот это свободный проезд обязательно для автомобилей. Все остальное, конечно, где есть возможность, машины обязательно, не могут люди просто прийти, бросить машину, да, где-то определять надо автотранспорт. Вот сейчас вот реально очень хорошо, свободный проезд транспорта есть. Уборка города, в том числе и дворовых территорий, особый пункт в списке выявленных проблем. Исполняющий обязанности мэра столицы попросил коллег строго разграничить зоны ответственности коммунальных служб администрации города и частных фирм, специализирующихся на данном вопросе. Обозначить и закрепить за ответственными специалистами те участки, которые выпали из общего списка, в связи с чем и не производится уборка некоторых территорий. Например, это касается Старого поселка, улицы Адыгейской и Нового района. Канкварча обязал представителей частных фирм по уборке добросовестно выполнять предписания договоров. Хочу, чтобы вы обратили на это внимание обязательно и исправили ситуацию до Нового года. Все зависит от этого, дальнейшее наше с вами взаимодействие. Конечно, как человек я хотел бы с вами отношения иметь, но единственное, поправьте ситуацию по работе, по уборке. Хорошо? Не секрет, что в районах города существуют серьезные проблемы с состоянием многоэтажных жилых домов. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии и требуют проведения сложных капитальных работ, для осуществления которых недостаточно средств из столичного бюджета. Однако некоторые виды фасадных работ все же будут организованы силами горстроя. Амелия Бисмарк, Алексей Гухава, Алексей Быструков, Томас Чиковани для событий недели. Абхазская государственная телерадиокомпания 6 ноября отметила день рождения. В этот день, 41 год назад, вышел в эфир первый выпуск новостей на абхазском языке. Этому событию способствовали усилия всего абхазского народа, долгие годы боровшегося за свои права на родной земле. Предпосылкой создания телевидения в Абхазии послужили политические события 1977-78 годов. По стране прокатилась волна митингов и демонстраций. Люди были недовольны грузинской политикой поглощения и растворения абхазского языка и культуры. Массовые волнения пошли на убыль, когда ЦК КПСС поручил Совету министров и Министерству связи обеспечить организацию телевизионных передач в Абхазской АССР. Это постановление и стало точкой отсчета в истории абхазского
абхазского телевидения, которое с таким опозданием заговорило со своим зрителем на родном языке. За время своего существования на канале сменился не один руководитель. Шамиль Пилия, Владимир Зантария, Гурам Амукаб, Руслан Хашик, Алхас Чулокуа, Эма Ходжа, Леонид Иник, Тали Джапуа. Сейчас возглавляет АГТРК молодой руководитель, у которого много планов и идей, Роланд Бганба. Чем живет сегодня абхазское телевидение? Какие задачи ставит перед собой? С какими проблемами сталкивается руководство канала и весь коллектив? И что нового и интересного ждет вас, уважаемые телезрители, в самое ближайшее время? Генеральный директор АГТРК – гость нашей сегодняшней программы. Роланд Анатольевич, вы руководите телевидением чуть более 2 лет. С одной стороны, это не такой уже большой срок, но с другой стороны, можно подвести определенные итоги. Понятно, что оценивать свою работу непросто, но все же. Что вы можете выделить в своей работе, да и коллектива в целом за это время? Оценивать свою работу как минимум неэтично. Судить о нашей работе должны в первую очередь наши телезрители. Работа абхазского телевидения — это каждый день очень много рутинной работы. Потому что мы все понимаем, что очень много информации, событий, которые происходят в нашей стране, мы должны проанализировать, оценить. Ну и, соответственно, выехать, заснять и выпустить в эфир. За этим всем стоит очень большой производственный процесс. И я думаю, что в последнее время вот в техническом оснащении у нас, в принципе, не так много проблем, как было раньше, потому что и президент страны, и премьер-министр всячески нас поддерживают. Поэтому хотелось бы, чтобы мы воспользовались этим моментом, соответственно, и применили все наши знания, все наши возможности, имеющиеся на сегодняшний день, чтобы каждый день выдавать интересный эфир. За эти 2 года сумели вещать, стали, вернее, вещать в новом формате, то есть это в HD формате, поэтому для абхазского телевидения, я не раз говорил об этом, это очень большой прогресс. Качество картинки могут оценить, соответственно, наши телезрители и те, которые нас смотрят в интернет-пространстве. И у нас немало интересных проектов появилось за то время, как мы руководим абхазским государственным телевидением. Ну, это я могу несколько прям перечислить. Есть проекты социального направления. У нас вот был проект, наверное, многие видели его, «Независимость», который назывался. Был проект, который посвящен был 25-летию Победы. Очень интересный проект. 27 передач мы засняли здесь, в новой студии. Хочу еще выделить, что мы стараемся, когда проект студийный, чтобы эта студия не просто была там заставлена какими-то баннерами, а чтобы студия, она была похожа на телевизионную студию. То есть что имеется в виду? Это, соответственно, постройка новых декораций. К сожалению, у нас в Абхазии профессиональных телевизионных декораторов нет. Конечно же, мы от этого страдаем. Есть несколько человек у нас, с которыми мы сотрудничаем. Это люди, которые занимаются дизайном, и, соответственно, они чувствуют телевизионную картинку и те потребности, которые мы там ставим перед ними. Я бы еще хотел продолжить. У нас вот был детский проект «Детские новости». Тоже впервые было на абхазском телевидении. Очень интересный проект был литературного характера «Брцкал». То есть там тоже мы локацию построили, в Национальной библиотеке нам позволили снимать, приглашались гости, и проект был очень интересный. Сейчас могу не все проекты перечислить, потому что их действительно немало. Проект был вот интересный, он сейчас в этом новом сезоне будет в новом формате. Вот Аман у нас был тоже студийный проект, пресс-центр у нас заработал. Но вы знаете, другое дело, каждый телезритель будет искать свою передачу. Кто-то хочет социального направления, кто-то развлекательного характера. Часто задают вопрос, что вот развлекательного характера нет передач, с чем это связано. Могу ответить, это связано с тем, что, во-первых, тот или иной проект, его нужно разработать, нужны определенные, опять же, где-то декорации, где-то интересная мысль нужна, и потом, соответственно, мы должны это все вместе реализовывать. К сожалению, у нас вот, я говорю, в техническом оснащении порядок, а вот
скажем, в профессиональном подходе нехватка кадров. Давайте прямо откровенно хочу об этом сказать. Если мы говорим в целом о работе телевидения, то в перспективе здесь должны быть обучены профессионально это и операторы, и режиссеры, и, соответственно, и монтажеры, которые будут делать качественную продукцию. Мы, конечно, стараемся всем требованиям телевидения отвечать, но вы сами понимаете, что телевидение очень быстро развивается. Та или иная техника, которую мы приобретаем, год, два, три, она начинает уже, может устареть, и, соответственно, необходимо что-то менять, что-то приобретать заново. Это все очень сложно. А что касается людей, которые здесь работают, это огромный коллектив с огромным опытом. Но я уверен, что и телезрители, и общество в целом всегда требует новшества. К этому нужно по чуть-чуть стремиться, развиваться и обучаться. Я думаю, что в любой ситуации это очень хорошо, что абхазское телевидение вот на протяжении скольких лет уже существует, работает. Это очень важный момент для государства и для нас в целом. В адрес телевидения очень часто звучит критика. Некоторым не нравится, как мы работаем, некоторые критикуют наши материалы, обвиняют нас в предвзятости к тем или иным материалам. Как вот лично вы относитесь к этому? Ну, я бы прямо вам сказал, что я не согласен с такой постановкой вопроса. Но давайте вот порассуждаем. Абхазская государственная телерадиокомпания. Соответственно, абхазское телевидение отражает государственную политику. Согласен, есть другое мнение, есть оппозиционные силы, ряд общественных организаций, которые считают ту или иную ситуацию, общественно-политическую ситуацию в стране, видят по-другому или хотят подойти к решению вопроса по-другому. На площадке абхазского телевидения есть прямые эфиры. За 2,5 года у нас разные взаимоотношения были со всеми представителями в общественно-политической жизни. То есть, если речь идет об оппозиции, то я смело могу сказать, что мы в эфире не отказываем. Мы в любой ситуации, как бы сложно ни было, какие бы сложные процессы в стране не происходили, мы приходили к какому-то компромиссу и предоставляли эфир. И не один раз. Что касается освещения съездов, вы знаете, это для любой политической организации от 30 до 40 минут. Мы даже этот регламент не соблюдали, давали больше. Другое дело, когда определенные силы не хотят к нам приходить в гости и предлагают свои условия. Но как вы себе представляете, вот в любую государственную организацию прийти, навязать им свои условия работы, но это неправильный процесс. То есть я еще раз хочу сказать, у нас есть площадка прямых эфиров, где мы приглашаем все политические силы для обсуждения того или иного вопроса или той же ситуации, которая возникает. Бывают, конечно, когда идут на контакт с нами, но зачастую нужно подчеркнуть, что, к сожалению, многие отказываются. И также отказываются, и потом, соответственно, кто-то начинает этим манипулировать, там где-нибудь в интернет-пространстве писать, что вот абхазское телевидение не предоставляет эфир. Мы готовы сотрудничать со всеми силами, которые реально на наших условиях будут приходить и принимать участие в наших телевизионных проектах. Ну, как вы можете себе представить, там на Первом канале позвонят и скажут, вот сегодня я хочу эфир, или завтра мне дайте эфир. Но это ненормальный просто процесс. К сожалению, наше общество иногда вот заблуждается, когда думает, что вот по звонку можно позвонить генеральному директору или его другу и попросить поставить там ту или иную передачу. Но так не работает абхазское телевидение. У нас есть своя редакция, у нас есть свое мнение, у нас общество одно. Проблемы одни. Если есть решение этих проблем, то, соответственно, их нужно обсуждать и соглашаться на те условия, которые предоставляет абхазское телевидение. И еще один вопрос, который также часто обсуждается в обществе. От нас требуют и нас обвиняют в том, что мы не можем вещать круглосуточно, вот как и другие каналы. Просто обычный зритель, он не понимает, да, с какими трудностями сталкиваемся мы, телевизионщики. Вот обоснуйте, почему мы не можем вещать круглосуточно? Этот вопрос, да, и мне задают, кстати, очень часто. В чем проблема? Почему абхазское телевидение, кто нам мешает, не может вещать там 24 часа в сутки? Я хочу сказать, что никто нам не мешает, но это огромный ресурс, который сейчас существует на абхазском телевидении.
Вот. И где-то мы не успеваем. При всем этом, вы же прекрасно понимаете, да? Это я по событиям говорю. А если вещать там круглые сутки, соответственно, это же не только события, это разного рода проекты, передачи, и фильмы, концерты. Там. Это все, плюс студия, очень важно. Все знают, что у нас на абхазском телевидении одна только студия, и мы все новые декорации там, естественно, обустраиваем в этой студии, а потом пытаемся куда-то все переложить, переместить. Это, я надеюсь, что со временем мы к этому придем, но, соответственно, не могу сейчас назвать там день, дату, когда это будет. К этому нужно стремиться, и мы каждый день, в принципе, об этом говорим. Иногда вот приходят с предложениями дублировать там известные турецкие сериалы или там зарубежные сериалы, естественно, на абхазском языке. Вот на это трудно пойти, потому что это тоже определенный ресурс. Естественно, как Облотья мы не сможем профессионально дублировать, потому что там реально это киностудия, которая занимается этим профессионально. Да, нам помогают, но телевидение — это дорогое удовольствие на самом деле. Вот чтобы хотя бы на 12 часов заполнить, да, нашу эфирную сетку, у нас должна быть не одна студия, а несколько студий должно. Причем они должны быть стационарные, это должны быть локации. И в каждой студии будет сниматься та или иная передача. Это что касается студийных проектов. Там различного рода шоу можно снимать, различного рода передачи можно снимать. У нас нет возможности телезрителя пригласить в аудиторию. Это очень важно для ведущего, для гостей, которые присутствуют на той или иной передаче, потому что идет обратная энергия. Плюс какие-то, естественно... И динамику дает определенную передачу. Конечно. То есть вот к этому реально нужно стремиться, и я надеюсь, что когда-то мы к этому придем. Теперь о дне сегодняшнем. Да. Вот в целом, как можете охарактеризовать сегодняшнее абхазское телевидение? Насколько оно соответствует требованиям общества и поставленным целям и задачам? В эпоху цифрового телевидения абхазскому телевидению трудно, конечно, конкурировать там с российскими телеканалами или с западными телеканалами, но у нас есть огромное преимущество. Скажу в чем. Все-таки, несмотря на то, что страна маленькая, но мы же должны понимать, что у нас свой менталитет, своя культура, своя идеология. Это очень важно, чтобы мы этим инструментом, абхазским телевидением, правильно пользовались. То есть правильную, нужную информацию доносили до нашего маленького общества. Потому что в современном мире всякое происходит, но у нас своя культура, свой маленький скромный мир. Это еще огромная возможность, которой не было в советское время, это звучание нашего родного абхазского языка на нашем родном абхазском телевидении. Но историю мы все хорошо знаем, и как нам все блокировали в свое время, а теперь у нас есть возможность, соответственно, и, кстати говоря, когда вот речь идет о наших проектах, это наш собственный контент. И первая задача, которая стоит перед всеми работниками, это проект, который должен предоставить сотрудник абхазского телевидения на абхазском языке. И в завершение расскажите нам о планах. Я думаю, что телезрителям это будет очень интересно, так как вообще телевизионщики, да, обычно с Нового года привносят что-то интересное в свою работу, что-то новое. Что ждет наших зрителей в новом году? Конечно, телевизионный сезон, по идее, начинается осенью. С сентября по декабрь идет подготовка к новым проектам. Естественно, потом вот в новом году каждый раз хочется, чтобы что-то новое было. Ну и мы, соответственно, тоже об этом думаем. Сейчас первая задача, которая у нас стоит, мы уже проговаривали это вот в редакции, подготовка самого Нового года, чтобы что-то интересное в новогоднюю ночь предоставить нашим телезрителям. Но вот о проектах могу тоже сказать. У нас уже со вчерашнего дня идет анонс. Это новый проект авторский Валерия Курацкого. Причем под этот проект тоже была построена студия, это локация. И мы с нетерпением ждем. Хотя очень много всегда сопутствует тех или иных, там, скажем, проблем, но мы стараемся решать. Будут новые проекты. Какие-то проекты могут появиться до Нового года. Все говорить сейчас не буду,
потому что не все зависит от нас и от наших желаний. Что-то получается, что-то, естественно, может не получиться. У нас будут прямые эфиры в новом формате, то есть формат Айзера, который был, мы закрываем, будут новый формат, один, соответственно, на абхазском языке, один будет на русском языке. А также развлекательного характера тоже мы ждем, сейчас разрабатываем, вот как примем идею, как снимем пилотную версию. Авторы тоже приносят свои проекты, и кто-то на стадии сейчас доработки, кто-то на стадии предложения. Но я думаю, что-то интересное все-таки у нас должно появиться, у нас другого пути нет. Мы должны все вместе решать эту задачу, потому что одно дело там, когда автор принесет ту или иную идею, другое дело, когда к этому вся редакция подключается и плюс руководство одобряет. У нас в коллективе царит творческая свобода мысли. Это очень важно для каждого автора, потому что никаких ограничений в темах или там в передачах никому никогда мы не ставили. Мы наоборот говорим, предлагайте, будем обсуждать, что-то принимаем соответственно, что-то там переснимать нужно, что-то. Это опять же пилотный проект готовишь и потом утверждаешь, и он потом выходит в эфир. Ну, совсем не будем все раскрывать. И хочется, чтобы в новом году у нас появилась вот новая студия. Надеюсь, мы сможем до конца 2020 года. Все-таки у нас и утренняя редакция тоже. Там будет, проект уже готов. Я думаю, что если мы вот реализуем до конца этот проект, то картинка абхазского телевидения значительно преобразится. Утренний эфир он будет вообще другой, интересный, очень интересный. Причем мы планируем реально в онлайн-режиме выходить каждое утро. Это контакт с нашими телезрителями. Много что есть интересного. Конечно, если у нас это хотя бы наполовину получится реализовать, то я думаю, было бы неплохо. Блюда традиционной армянской кухни, выставка предметов национального быта, этнические картины, праздничный концерт и народные гуляния. Фестиваль культуры и быта амшенских армян прошел в селе Яштуха Сухумского района. В этом году он впервые стал международным. Приехали гости из России, Армении и Республики Арцах. Все подробности в репортаже Налыкова. Баревдзес, Бари Галуст Амшены, Тоне, добро пожаловать на праздник амшенских армян. Своему названию праздник обязан району Амшен в Турции, выходцами которого являются практически все абхазские армяне. Праздник Амшен проходит в Абхазии вот уже 4-й год. Суть праздника – показать культуру, быт и, конечно же, национальную кухню армян. Армянская кухня – одна из древнейших в Азии. Это симбиоз специй, зелени, мяса, рыбы, молока и разнообразной выпечки. Столы на выставочных площадках представителей армянской общины города Сухума, Сухумского, Гулрыбского и Гагарского районов буквально ломились от всевозможных яств. Каждый постарался представить все самое лучшее и приготовленное с любовью. Мы ставили халву, толма, мясо, йока. Национальная, хачапури, джумур, как называется, хлеб, яйцом, жареный хлеб с яйцом, сыр разные, сыр с творогом. Каждый год участвуем мы. Представитель армянской общины Сухумского района Карина Экзарян преподает в школе, но на досуге очень любит готовить. Карина поделилась с нами секретами приготовления армянской национальной закуски под названием йока. Готовится просто и быстро, а главное – вкусно. Заранее готовится тесто, и постное тесто, без масла, без ничего, просто на воде и немножко соли. Очень крутое тесто. Лепешки получаются такие, что они долговечные, так скажем. Месяц-два можно их сохранить, так что можно. Еда на скорую руку, так скажем, но очень вкусная еда. Они их мочат в воде очень хорошо. В подогретой сковороде тает масло сливочное, затем жарится йока, или просто, или сыр. И получается очень вкусная и быстрая еда. Блюда армянской кухни пришлись по вкусу и многочисленным гостям нашей страны, отдыхающим в это время года в Абхазии. Их пребывание здесь, красочный и вкусный праздник Амшен, сделал незабываемым. Светло, радостно, здорово, что люди объединяются.
вдохновение, такое чувствую, спокойствие. Очень счастлива и благодарна. Очень вкусно. Я название не все запомнила, но все сделано с любовью, с душой. Очень красиво оформлено. И Люба, просто здорово. Рада, что нахожусь здесь со своими внуками. Это большой праздник для армян. Армяне очень страдали. Этот геноцид, армяне как бы рассыпаны. А в такие праздники все собираются вместе. Я очень рада. По воле трагической судьбы армянские общины разбросаны по всему миру, потому подобные мероприятия служат объединению армян не только Абхазии, но и других стран. Праздник Амшен с каждым годом расширяет свои границы. Так, в этом году принять участие в нем впервые приехали представители армянской общины города Сочи. Нас пригласили, мы приняли приглашение, да, очень приятно, и мы надеемся, что в будущем, конечно, мы на первый раз, да, интереснее и да, более... мы уже подготовимся основательно, да. А так нам очень нравится, конечно. Йога привезли, кукурузный хлеб, ну, конечно, вино, самое главное. Да, чача и вино, да, это то, что мы сами готовим. Дома. Все сделано своими руками. Ставший уже традиционным фестиваль Амшен понемногу охватывает все районы компактного проживания армян в Абхазии. Так, первые 2 года его отмечали в Гулрыбском районе, в селах Пшап и Цкыбын. В прошлом году праздник прошел в селе Махадыр Гагарского района, а сейчас масштабное мероприятие организовано в селе Яштхо Сухумского района, на просторном футбольном поле у школы, где и расположились палатки и стенды. Здесь также была организована выставка предметов древней утвари, быта и народного искусства армян, вышитые полотенца и скатерти. Дети и взрослые демонстрировали национальные костюмы. Радует, что в празднике участвует многочисленная молодежь, которая целый год с нетерпением ждет этот день. Мы ждем каждый год это с удовольствием, этот праздник, чтобы станцевать, чтобы увидеть новых людей, чтобы повеселиться. Да. Дружба укрепляется всех национальностей, и все дети друг с другом начинают больше общаться. Праздник Амшен еще называют праздником дружбы, потому что он открыт для всех. И здесь рады представителям многочисленных народов, проживающих в Абхазии. Цель фестиваля – объединить граждан, жить в единстве и мире, говорит один из организаторов Амшена, председатель армянской общины Гагарского района Хачик Минасян. Мы его называем праздником дружбы. Почему называем праздником дружбы? Потому что мы сегодня и всегда хотим сказать, в первую очередь, коренному народу, что мы на этой земле, зная, как было нам трудно, когда наши предки приехали на эту святую землю, они нас принимали. Поэтому мы решили, что наша программа такая многонациональная, у нас абхазские танцы, абхазские песни, и мы говорим абхазскому народу, мы вместе должны решать все проблемы, которые стоят перед нашим государством. Каждый год в большом празднике армян принимает участие и торгово-промышленная палата Абхазии. В самом сердце поляны выставлен большой стенд с абхазскими блюдами и различными напитками отечественного производства. Принимая приглашение принять участие в данном мероприятии все 3 года подряд, в первую очередь мы руководствовались тем, чтобы показать не только, как мы красиво вместе живем, но и дружно, так как в единстве наша сила. Поэтому торгово-промышленная палата и впредь будет поддерживать данное начинание. В свою очередь хочется отметить, что абхазский павильон, который сегодня располагается здесь, в центре, и соседствует с другими павильонами из разных районов нашей республики, в первую очередь включает в себя не только абхазское застолье, но и выставочную экспозицию алкогольной и пищевой продукции абхазских товаропроизводителей. Настоящий праздник – это не только вкусная еда и напитки, но и, конечно же, танцы и песни. А на празднике единения они обязательны. На специально установленной сцене выступили народные коллективы, а армянская скрипка и дудук особенно ласкали слух. Юноши и девушки в красочных национальных костюмах, взявшись за руки, вели хоровод. А для детей была организована анимационная площадка с игровой программой. Все желающие также могли сыграть в нарды и шахматы. Звучали любимые всеми хиты абхазской эстрады.
Фестиваль культуры и быта амшенских армян всегда привлекает большое количество людей. И в этом году, как и всегда, праздник Амшен удался на славу. Наала Кови, Степан Мартиросян, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Сухуме простились с поэтом, прозаиком, драматургом, литературоведом и педагогом Георгием Константиновичем Гублия. Проводить в последний путь известного абхазского писателя пришли спикер Народного собрания Валерий Кварчия, друзья и коллеги Георгия Гублия. Приехали представители почти всех районов страны. Репортаж Сарии Кварацхелия. Георгий Гублия родился 15 мая 1928 года в селе Куланар Хугудаутского района. Доцент, кандидат филологических наук, профессор кафедры абхазской литературы АГУ, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия. Провести в последний путь и проститься с известным абхазским писателем в Сухумский дом учителя пришли десятки людей. Одно из центральных мест в абхазской литературе занимают стихи Георгия Гублия, посвященные героям Великой Отечественной войны. Георгий Гублия – автор полюбившихся читателям произведений, романов «Предназначенная судьбой» и «Последний выстрел», а также стихотворения «Жди меня», ставшего одним из популярных литературных творений в национальном творчестве. Уход из жизни Георгия Гублия – большая утрата для отечественной культуры, говорят ученики писателя. Прежде всего, Георгий Константинович, в моем понимании, не только как поэт, прозаик, публицист, но, конечно же, как педагог. Прежде всего, в студенческие годы мы его очень любили его лекции, очень были интересными, доступными, яркими. Лекцию по абхазской литературе он нам читал. Это мой преподаватель. Мы тогда плохо себе представляли вообще. В школе мы не проходили абхазской литературы, абхазского языка. Мы тогда все фактически кончали грузинскую школу. И для нас такого понятия было вообще каким-то чудом непонятным абхазская литература. Что это такое? Мы из его уст услышали вот это понятие абхазская литература. Как сегодня помню, в 1955 году он с деканом факультета, филологического факультета, открыл дверь и зашел в 26-ю аудиторию Сухумского пединститута. Он оказался очень простым человеком. Он не считал, что он лектор, а мы студенты, общался с нами. Скоро выяснилось, что некоторые из студентов тоже пишут стихи. Это ему понравилось, потому что его стихи уже были опубликованы в Гудаутской районной газете «Бзым» и в журнале «Алашара». Вот это нас объединило. Он стал во главе нашей группы, нашего студенчества, наших молодых поэтов. Поэт Геннадий Аламия помнит Георгия Гублия с детства, так как Георгий Константинович был близким другом его дяди Кумфаломе. Такие люди просто не уходят. Они все, что было здесь, на этой земле, все, чем они жили, все, что они творили, они оставляют здесь живыми, уходят, не забрав с собой ничего. И оставляют очень добрую память о себе. А он был тот человек, хотя о каждом из ушедших можно говорить и говорят красиво, но это поистине был очень красивый, добрый человек. Публиковать свои произведения Георгий Гублия начал в 1950 году. Георгий Константинович был главным редактором литературного журнала «Алашара» и директором книжного издательства «Алашара». В 2013 году Георгий Гублия был награжден орденом Ахцепша III степени за вклад в развитие художественной литературы и воспитание подрастающего поколения. Сария Кварацхелия, Степан Мартиросян для события недели.
Держателям карт АПРА стала доступна услуга по переводу денежных средств с международных карт на карты АПРА через сервис онлайн-переводов «Контакт». Об этом сообщается на сайте Национального банка Абхазии. Переводы осуществляются как в рублях, так и в иностранной валюте. Если ограничения не установлены эмитентом карты отправителя, иностранная валюта зачисляется на карты АПРА с учетом конвертации в официальной валюте Абхазии. Комиссия за пополнение карта АПРА через систему «Контакт» составляет 1% от суммы пополнения. Зачисление денежных средств на карту производится моментально. Пополнить как свою карту АПРА, так и карту третьего лица можно не только онлайн, но и во всех пунктах обслуживания «Контакт» в Абхазии, России и в других странах, входящих в зону покрытия «Контакт». Для этого достаточно указать номер, расположенный на лицевой стороне банковской карты, фамилию, имя и отчество. 25-26 ноября в Сухуми пройдет 5-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Организаторы мероприятия – Министерство культуры Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера. В программе фестиваля открытие фотовыставки под названием «Фазиль и его окрестности». На ней будут представлены документальные фотографии Фазиля Абдуловича и его окружения в сопровождении аудиозаписей произведений в прочтении самого автора. Кроме того, состоится показ фильма «День жизни» или «Фазиль Искандер» – заключительной части документальной трилогии о Фазиле Искандере. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго!